Здоровое поколение. Проект, помогающий детям с ДЦП или тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. На протяжении 3 лет фонд Ашана в рамках этого проекта занимается организацией медицинской помощи прямо на месте. У родителей подопечных была просьба создать условия, чтобы не увозить тяжелобольных детей за сотни километров, а лечить их дома, в Республиканской детской больнице. Запрос был услышан и начались поиски специалистов. Так произошло знакомство с одним из ведущих оперирующих хирургов Георгием Чибировым. Вместе с ним приезжает анестезиолог Роланд Беченов, кандидат медицинских наук. Это представители знаменитой Курганской школы, специалисты по сложнейшей ортопедии. Когда провели первый этап операции и увидели результаты, люди стали просить продолжать такую деятельность, и фонд продолжил. София Малия – одна из подопечных фонда. С рождения у нее была вальгусная деформация стопы. При этом заболевании стопа заваливается внутрь, мешая человеку передвигаться. София Малия с мамой ездили в Краснодар, где врачи, как рассказывает девочка, сказали о том, что операция не нужна, и просто прописали ортопедическую обувь. Прошло время, я перестала носить ортопедическую обувь и приехала, вот Ашана, когда сказали, что приедет доктор, мы пошли с мамой на прием в детскую поликлинику, нам сказали, что нужно делать операцию, тут без оперативного вмешательства не получится никак. Мне сделали операцию, результат очень хороший. А Анита Харчелава, тоже подопечная фонда, очень любит прогулки. Изо дня в день она выходит из дома. Несмотря на то, что ей тяжело передвигаться, девочка не унывает, смело делая каждый шаг. После проведенной операции Анита стала ходить лучше. Мне стало легко ходить, я вообще перестала садиться, сажусь редко, когда только устаю. До появления проекта фонд Ашана направлял своих подопечных за границу, в основном в Российскую Федерацию, для оказания оперативной помощи. Но возникали сложности. Были ситуации, когда у родителей и у подопечных не было соответствующих документов, гражданства России, а у кого-то были просрочены паспорта, а помощь была срочно необходима. Благодаря проекту выезжать никуда не нужно, что облегчает жизнь и детям, и их родителям. Когда ты столкнешься с тем, что ребенок сам себя обслуживает, это во многого стоит. Если можно здесь проводить эти операции, я советую это всем. Не надо выезжать, не надо свои нервы оставлять ни морально, ни физически, никак. Так что это большой прогресс. У нее именно весь диагноз в ногах. У нее тетрапорез ног именно. Во время родов у нас был поврежденный нерв, и у нас одна нога укорочение на 1,5 сантиметра. Я ко многим врачам обращалась, и мне говорили, что это очень маленький сантиметр, и с возрастом у него все будет нормально. Но на это нужно время. Время прошло, уже 10, 11, 12 лет ему, как говорится, исполнилось, но улучшений никаких не было. Сделали операцию. У нас все очень хорошо. Я очень довольна, что спустя стольких лет я наконец-то увидела улучшение у ребенка. Все медицинские проекты фонда согласовываются с Министерством здравоохранения Абхазии. Процедура такая. Сначала идет знакомство врачей с министром. Они подтверждают свою квалификацию, проходят проверку. А перед каждой акцией пишется официальное информационное письмо, чтобы получить поддержку и содействие. И только после этого работа начинается, говорит директор фонда Мактина Джинджолия. Более 6 лет назад министерство нас поддержало, и с тех пор мы приглашаем специалистов в основном из Российской Федерации, из Республики Армения в Абхазию. Все организационные вопросы фонда Ашана берет на себя, а для подопечных фонда, для населения услуга бесплатная. Что касается ортопедических операций, которые проводятся на базе Республиканской детской больницы, 3 года назад мы стали приглашать специалистов. За время работы проекта «Здоровое поколение» было проведено 36 операций, 216 зафиксированных осмотров, а по факту еще больше. После проведенной операции очень важно получить правильную реабилитацию. Такую инструкцию дает и сам врач, и некоторые реабилитологи, которые уже вели ранее пациентов, они приходили до операции, после к врачу, консультировались с ними, и он давал более подробную инструкцию о том, как правильно именно данного пациента после операции реабилитировать, чтобы результат был наилучшим. Врачи проводят операции, консультации детей, общаются с местными специалистами и делают все необходимое, вплоть до снятия слепков.
Организуем, предоставляем лечебное учреждение, стационар, потому что это все должно проходить в условиях стационара. И операционную. Часть каких-то материалов они привозят с собой, как там тутора они сами изготавливают. Да, весь остальной операционный материал медикаментозный мы предоставляем в стационаре нашим гражданам. Проводится все необходимое, чтобы дети, родившиеся с такой непростой судьбой, получили шанс встать на ноги. Главная цель, функция какая этих детей, чтобы они могли себя обслужить и они могли передвигаться без скованности, дискомфорта. И для родителей это огромный плюс. Проект культурно-благотворительного фонда Ашана «Здоровое поколение» будет продолжен. А Элита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение.